Сегодня у нас завершающая встреча, поэтому предлагаю сразу приступить к рассмотрению вопроса. Итак, друзья, нам осталось с вами познакомиться с 4 распространенными причастиями бурятского языка. Мы возьмем их за раз. Дело в том, что мы уже знакомы с причастием свойства или качества, с причастием несовершенного вида бурятского языка, и это позволит нам очень легко освоить оставшиеся 4 причастия из числа тех, которые я считаю наиболее употребительными в бурятском языке. Давайте рассмотрим, как это выглядит. Итак, друзья, нам уже хорошо известно причастие несовершенного вида. Вот давайте рассмотрим его на примере телевиза харахум, где вот это окончание в виде продленной гласной после основы глагола говорит о том, что это причастие несовершенного вида, то есть оно придает определяемому слову хум признак по действию, причем признак по совершаемому действию, то есть человек, смотрящий телевизор. Для чего я здесь обозначил признак по действию? Для того, чтобы мы с вами сегодня очень четко разделили, какой именно признак придает причастие несовершенного вида и как характеризует определяемый объект причастие качества или свойства. Ну, давайте возьмем вот это наше причастие, опять же образовано от того же глагола хара, телевизор хархахум. В чем отличие хара от харха? Харха, то есть причастие качества или свойства, оно определяет объект в виде качества или свойства, связанного с совершаемым действием. Если причастие несовершенного вида определяет признак, связанный с совершаемым действием, то причастие качества или свойства именно качество или свойство, связанное с совершаемым действием. Соответственно, телевизор хархахум – это человек, которому свойственно смотреть телевизор. И вот эта логика нам сейчас поможет понять, легко взять вот эти наши 4 причастия. Первое причастие – это причастие образовано от глагола ява со значением ходить, ездить путем присоединения вот этого окончания дак, которое придает, не придает, а создает так называемое многократное причастие, которое придает определяемому предмету поезд признак по многократно или регулярно совершаемому действию. Ну, здесь будет какое-то дополнение, допустим, ирху анде хойре хоранде явадык поезд, то есть поезд, который регулярно ходит между Иркутском и Улан-Удэ. То есть вот это у нас многократное причастие, оно определяет признак по многократно совершаемому действию. Теперь возьмем похожее на него причастие явакша. Возьмем его в таком словосочетании хузун дере явакша хум. Ну, хум тут чаще всего выпадает после вот этого причастия. Хузун это шея, дере это на, то есть дословно человек регулярно ездящий на шее, ну, на чужой шее имеется в виду, здесь можно добавить хуне хузундеры явакша, то есть на чьей-то шее. В чем отличие явакша от явадак? Явакша тоже связано с многократно совершаемым действием, но при этом, если явадак это простой признак по совершаемому действию, то явакша это качество или свойство, связанное с регулярно совершаемым действием. Ну, вот, человек, который регулярно ездит на чужой шее или дармоед, это, ну, понятно, что это качество или свойство человека. Вот, собственно, и отличие вот этих 2 причастий многократного. Вот это причастие называется однократное, но опять же, это название может сбить с толку. На самом деле это признак по многократно совершаемому действию в виде качества или свойства. А это просто признак по многократно совершаемому действию. Теперь давайте возьмем еще 2 очень интересных причастия. Первое – это причастие совершенного вида. Оно образуется путем присоединения вот этого окончания хэн к основной форме глагола. В данном случае рассмотрим в составе словосочетания манеда и рыгунху.
То есть манеда это к нам, еры, это мы знаем, основа глагола со значением приходить. А вот это вот окончание придает признак по совершенному действию. То есть манеда ерхум это человек, который пришел к нам. Признак человека по совершенному действию. И, при этом не факт, что он до сих пор у нас находится, это причастие такого смысла не придает. И теперь манеда ернхэхум. Здесь мы уже видим вот это окончание нх. Это окончание причастия так называемого давно прошедшего времени. Но опять же название может сбить с толку. Если это причастие совершенного вида, еще его называют причастием прошедшего времени, а это причастие давно прошедшего времени, может возникнуть ощущение, что вот это причастие передает признак по более какому-то давнему действию. На самом деле смысл здесь другой, тот, о котором мы говорили. То есть вот это причастие передает качество, свойство или статус, а вот это просто признак по совершенному прошлому действию. То есть манеда ернхэхум это человек, который обладает признаком в виде качества, свойства или в данном случае скорее статуса, связанного с совершенным прошлым действием. То есть человек пришел к нам, это его, он совершил в прошлом действии прийти к нам, да, это его текущий актуальный статус, да, то есть он по-прежнему у нас и какое-то время будет еще у нас находиться. Вот в этом такая специфика бурятских причастий по сравнению с русским языком. Но если освоить вот эту логику, то никакого труда с ними их понимать и их использовать в своей речи для вас не составит. А теперь, друзья, давайте мы в качестве завершения соберем все 6 известных нам причастий в одной фразе. Точнее, не мы соберем, а мы рассмотрим фразу из юмористического проекта Хошонзува, где они использованы все за раз. Суть такова. Разговаривают два друга, один другого спрашивает: ты что такой грустный? Он говорит: да вот что-то старею. Он говорит: а кто так сказал? Да женщины. А что они говорят? Ну вот он говорит: турун юнда хамга обнуивших же отсукшен, муновоходы юнда хамга абауихумших же отсудок бонхай. Давайте мы всю эту конструкцию переведем. Турун это сначала, и юнде почему, да? Хамга аба это жена в винительном падеже, ава это брать, соответственно хамга аба это брать жену, то есть жениться, да? Хамга абна это берет жену в настоящем времени, хамга абнуи это не берет жену в настоящем времени. А вот это ши означает, что речь идет о втором лице, да? То есть не берешь жену. Ну а б это вопросительная частица, то есть почему не берешь жену или почему не женишься. Здесь мы видим наше вот это соединительное слово гж, которое соединяет предложение внутри одного большого. И оно присоединилось вот к этому вопросительному предложению. То есть мы его отделяем. Получается, сначала, потом идет у нас вопросительное предложение. Да? Сначала, почему не женишься? А сукша, это у нас причастие, вот это наше причастие, однократное причастие образовано от глагола с основной формой асу, то есть спрашивать. А вот это хэн, это, собственно, это и есть остаток от причастия совершенного вида. И в данном случае оно использовано в качестве сказуемой основной частицы, то есть выполняет роль сказуемого со значением того, что действие совершалось в прошлом, но на данный момент оно уже не совершается. То есть вот такой вот смысл совершенного вида. А какое действие? Вот асукшахн, то есть асукша это у нас причастие, и в принципе здесь после него можно вставить слово зон, то есть люди, да, вот женщины, речь идет про женщин, да, были, вот мы перейдем просто как были, да, были регулярно спрашивающими, при этом регулярно спрашивающими вот с таким оттенком, что это было их свойство, такой эмоциональный оттенок, немножко ворчливо так мужчина говорит, что вот приставали с вопросами, да, можно вот так перевести, асукшахн. То есть сначала приставали с вопросами, почему не женишься, да?
Муно болхады юнда ханга абагу хумшик жасулу вонхэ. Муно это сейчас, болха это вот наше причастие, качество или свойство. Здесь между болха и падежным окончанием до пропущено слово сак, то есть муно болха сакта. То есть муно болха сак это время, обладающее качеством, связанным с наступлением сейчас. Так если дословно перевести, то есть муно болхады можно перевести как теперь. И дальше у нас снова вопрос начинается, который закрывает вот это соединительное слово гж. То есть опять, почему жену? Вот здесь абагуй это уже абагуй хумши, да, мы видим, что абагуй это чистое причастие наше, да. Здесь пропущено слово ушур, ава ушургуй, это мы уже разбирали, да. То есть ава ушургуй хум, то есть это человек без случая женитьбы, по-другому говоря, так и не женившийся человек. Ну а хумши, вот это ши говорит о том, что это обращение ко второму лицу. То есть почему так и не женился? Асудок болнхэ. Асудок мы видим тот же корень асу, да, спрашивать, и вот это окончание дак, которое придает признак по регулярно совершаемому действию. Чей это признак? Ну, здесь опять же можно ставить слово зон или ханернут, да, то есть женщины или люди, вот, которые регулярно спрашивающие. Боло это глагол со значением стать, то есть стали регулярно спрашивающими, но при этом мы видим вот это окончание нх, которое говорит о текущем статусе женщин, связанном с совершенным ими в прошлом действием, то есть актуальный текущий статус. То есть они, как бы, женщины, сменили статус с того, что приставали с вопросом, почему не женишься, да, на то, что почему так и не женился. Ну и вот эта смена статуса, она, скорее всего, говорит о том, что в будущем они будут только так и спрашивать, что почему так и не женился. Итак, друзья, если подвести короткий итог нашего проекта, то в нем я постарался рассмотреть, как происходит связка между словами в бурятском языке. То есть мы рассмотрели структуру бурятского предложения, мы рассмотрели, как связываются между собой существительные, существительное с глаголом, как связываются между собой два глагола. Поскольку для того, чтобы освоить язык, не нужно учить слова, не нужно пополнять свой словарный запас. Нужно учиться связывать слова между собой. Это и есть навык разговаривать на языке, это искусство связывать слова между собой. Ну а словарный запас – это дело наживное, в процессе практики он приходит практически незаметно. Ну и отдельно, конечно, я остановился на причастиях бурятского языка, поскольку, на мой взгляд, они наиболее специфичны по сравнению с другими частями речи по отношению к русскому языку. Надеюсь, друзья, что информация, которой я поделился по ходу 11 выпусков данного проекта, будет вам полезна, поможет вам освоить бурятский язык. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, пожелания, то оставляйте в комментариях. Дахин Лозатара Байтте.